Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля хабибина Мустафа ва ман валя. Иншаллах, по истории фикх сира Рамадан Бути. Сегодняшняя тема «Аввалю вафтин иля Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям». Первая делегация к пророку. وفي غمرة ما كان يلاقيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من العذاب والإيذاء وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول وفد من خارج مكة لفهم شيء عن الإسلام. В разгар призыва, когда пророк и его сподвижники претерпевали трудности, притеснения, гонения, боли, в этот момент извне Мекки приходит первая делегация для понимания ислама к пророку. Вакану бидатан васалясина раджуля, были 30 с лишним мужчин, которые являлись мин насар аль-хабаша, христиане Эфиопы. Первая делегация, чтобы понять ислам, узнать ислам, прибыли в Мекку. Джа'у ма Джафар ибн Аби Талиб лада да'ватихи ля аудатихи ля Мекка, когда Джафар ибн Аби Талиб с подвижниками пророка возвращались в Мекку, они вместе с Джафаром выехали в Мекку, чтобы узнать, ознакомиться с пророком. Фалямма джаласу иля Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям атталу аля сифатихи, когда они сели к пророку, посмотрели на пророка внешне, физиологически, на его качества, услышали прочитанные им аяты Корана, аману куллюхум, все приняли ислам. Фалямма алима бизалика Абу Джахль акбала илейхим каилан. Услышав это, Абу Джахль, враг ислама, сказал следующий стих. ما رأينا راكبا أحمق منكم أرسلكم قومكم تعلمون خبر هذا الرجل فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال. Я не видел более глупый караван, чем ваш, говорит. Народ послал вас, чтобы узнать известие, а вы пришли и все до одного. Первый же маджалис, не успели присесть, уже оставили религию своих отцов и примкнули к этому новому призыву, говорит. Факалу, они что ответили Абу Джахлю? Саламун алейкум ла нуджахилюкум, мир вам. Мы не будем припираться с вами. Ланама нахну алейхи, нам наше деяние, наш выбор. Валякумма антум алейхи, вам ваш выбор, ваши дела. Лам нали анфусана хайран, мы не можем благо пропустить. Фаназаля фи хаккихим каулиху та'аля, и в отношении них Аллах Субхану Тааля спускает следующий аят. Какое? Сурат Касас. Алладина атайнахумуль китаба мин каблихи хум бихи ю'минун. Те, которые являлись обладателем книги до пророка Мухаммада, они уверовали в него. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا, когда им читаются аяты, قَالُوا آمَنَّا بِهِ, они сказали, мы уверовали в него, в Коран. إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا, это является истиной от нашего Господа. إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ муслимин, мы до этого являлись уверовавшими праведными, мусульманами. Улаика ю'тауна аджрахум марратайни, им будет награда выдана 2 раза больше. Бима асабару, из-за того, что они терпели, ва ядрауна биль хасанати сайя, и отклоняли они плохое только хорошим. Ва мимма разакнахум юнфикун, а также они тратили из того, что мы их наделили. Ва ида сами'у лагва а'раду анху, они когда услышали бессмыслицу или пустые слова, вроде слов Абу Джахля. Калу, они что ответили? Лана а'малуна, Аллах Субхану Тааля спускает слова, аяты Корана, повторяющие слова этих первой делегации. Вакалу лана а'малуна, нам наши деяния, валякум а'малукум, вам ваши деяния. Саламун алейкум, мир вам, ла набтагиль джахилин, мы не будем спускаться на ваш уровень невежества.
Аль-Ибар валь-Изад, какие уроки и назидания мы извлекаем из этой истории? Яджибу ан ястари'а интибахуна мин хабари хадаль вафти амран иснан. Необходимо нам понять два момента важные из этого рассказа. Во-первых, далалатун бахиратун аля аннама кад юлакиха арбабу дават ил-исламии фи тарикихи мин аль-алям валь-васаб ла яним бихалим маль хайбата уль-инфах. То есть, те, кто призывает к исламу, к истине, к Корану, к судному дню, к ахирету, к раю, к довольству Аллаха, они непременно будут проходить через эти пути, которые прошел пророк Мухаммад ﷺ. И это не означает, если они терпят неудачи, терпят боли, терпят страдания, ущемления, унижения, это не значит, что дело уже остановилось. Провал, разочарование. Нет, нельзя терять надежду. Нельзя разочаровываться. Валя ястальзиму дуафа, никакой слабости или унижения, или терять надежду нет. Наоборот, балиль адабу камакульна, наоборот, все эти испытания необходимы на этом пути, говорит. Вакиля баль, чтобы добиться успеха. Говорится даже Кану язидун. В другом ривайте говорится, их было более 40, говорит, кто приняли. Первая делегация, присев к пророку, услышав аяты Корана, увидев качество пророка, сразу приняли ислам. Джау ямхурун абаб аль-бахри иля расуль. Они через море проплыли, чтобы прийти к пророку, и чтобы лию'лину возгласить аль-валя, их причастность к новому призыву. Валь-ю'ляну билисани аль-халь, сами своим положением хотели показать, что а'дау дават иль-исламия лан ястатию, враги ислама, враги призыва ислама не могут остановить. То есть Эфиопия, и с другой стороны 30-40 с лишним человек приплыли, километрами пришли к пророку, приняли ислам. Какой урок для нас с вами? Если Аллах того захочет, тот, кто рядом находится, хоть и не принимает ислам, тот, кто за 1000 километров может приплыть и принять ислам. Рядом стоящие вокруг пророка живущие, препятствующие, не могут остановить призыв ислама. И в этом доказательство. Вот вам, говорит. С далеких краев прибыли и приняли ислам. Даже рядом стоящий Абу Джахль, его дядя, старейшина Мекки, не смог остановить этот призыв. Он не смог их остановить от принятия ислама. Махмадайяку алейхима ва махмаззабу. Сколько бы они ни причиняли, препятствовали, все равно, если Аллах того захочет, призыв ислама будет даст свои плоды. Они не могут остановить распространение ислама на восток и на запад. На то воля Аллаха. Как будто Абу Джахль это увидел, он понял, говорит, в его словах это и заключается, он понял, говорит, рядом живущие, всем препятствующие этому призыву, причиняющие вред, не смогли остановить эту делегацию, чтобы они пришли, приплыли, приняли ислам, субханаллах. Как будто он это все понял, говорит. Но что они могут, и он, и ему подобные, что они могут, кроме этого, сделать? Они просто могут причинять этот вред, препятствия, но остановить распространение призыва ислама не могут все равно. Это в руках Аллаха. Во-вторых, какой урок извлекаем назидания? Какой у них вера была, говорит, вот этой делегации, что они приняли ислам? Какая у них вера была?
христиане, которые приняли ислам, у них какая вера была? То есть, когда они приняли ислам, это является переход от одной религии к другой религии, от старой религии к новой религии, от небесной к небесной религии или? Вопрос поняли, да? Ответ каков? فقد كانوا على حد تعبير رواة السيرة أهل الإنجيل يؤمنون به ويسيرون على هديه ولما كان الإنجيل يأمر باتباع. То есть, иманухум кана муджаррад истимрар. Их вера была та вера, которая раньше была. Это всего лишь принятие их ислама. Это продолжение их веры, говорит, предыдущей. Они до ислама в своем христианстве придерживались истинного христианства, в котором в Инжиле, в книге, которая спустился к Иисусу, там говорилось про пророка, который придет после Исы. И когда он появится с определенными качествами, которые были описаны в их книге, был приказ уверовать в него. То есть они из веры не выходили, они в вере находились и дальше продолжили, остались на этой истинной вере в Аллаха и в его пророка. Истимрар, продолжение их веры, говорит. Тамам? وَمُجَرْ سُلُوكْ بِمُقْتَضَى مَا كَانُوا يَتَمَسَّكُونَ بِهِ مِنْ عَقِيدَةِ وَالدِّينِ. Их вера, убеждение было, продолжалось. Как говорят историки, «Ахлюл инджили ю'минуна бих». Обладатели книги Инджиля, они уверовали в пророка. В истории они так говорят. وَيَسِيرُونَ عَلَى هَدِيهِ. На этом же пути истине они остались. يَأْمُرُ بِاتِّبَاعِ الرَّسُولِ الَّذِي. Конечно, это все исказилось. Может быть, есть. Также описывается качество нашего пророка в их книге, в Новом Завете, в Инжиле. وَيَتَحَدَّثُ عَنْ صِفَاتِهِ, в котором говорится про качество пророка, его отличительные черты. فَقَدْ كَانَ مِنْ مُقْتَضَى الْإِسْتِمْرَارِ إِيمَانِهِمْ الْإِيمَانُ بِالَّذِي بِهَذَا النَّبِيُّ وَهُوَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Им надо было уверовать, и они уверовали. Они утвердили то, что было в их книгах. Когда воочию увидели вживую пророка, у них подтвердилась та информация, вера, которая была в их книге, в Новом Завете. وَإِذَنْ فَإِنَّ إِيمَانَهُمْ بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ عَمَلِيَّةُ انْتِقَالٍ. Это не является переход от одной религии к другой. Нет, это от шариата к другому шариату. Последующий шариат аннулирует предыдущий шариат. Но основа религии, как убеждение, вера в единого Аллаха, в его посланника, также продолжалась. وإنما كان استمرار الحقيقة الإيمان بعيسى وما أنزل إليه وهذا هو معنى قولهم, как в аяте говорится. وإذا يتلى عليهم قالوا, если им аяты Корана читаются, они что сказали? قالوا آمنا به, мы уверовали то, что ты нам читаешь. Иннахуль хакку, воистину то, что ты читаешь, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, это истина. Мин роббина, от нашего Господа. Инна кунна мин каблихи муслимин. Мы до этого были праведные, правоверные. Мы до этого у нас было убеждение. Мы верили в Аллаха единого, а не в Троицу. Вахаза хуа ша'ану. أي إن كنا مسلمين ومؤمنين بهذا الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم من قبل بعثته لأنه مما يدعو الإنجيل إلى الإيمان به. هذا هو شأن كل من تمسك تمسكا. Таков бывает конец тех, кто действительно придерживается истины. Тот, кто ищет истину, он находит, если он искренен в своих действиях. Намерение искреннее, тогда он добьется истины, он найдет истину. Они придерживались истины, поэтому они перешли к истине. Утвердились, остались на этой истине. Аубима джабихи Муса, или же также и то, что приходило к Муса, алейхиссалам, изиль инджилю, потому что вера в Инджиль, Новый Завет, или Тора, Старый Завет, оба посланника от Аллаха, от Творца миров. Оба книги от Творца миров, в том числе и наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, посланник от Аллаха, и Коран тоже от Аллаха. Они не должны быть противоречить друг другу. Разве что то, что они в предыдущих книгах сами исказили.
يستطيع الإيمان بالقرآن ومحمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك أمر الله رسوله أن يكتفي بدعوة أهل الكتاب إلى الإسلام. Поэтому в Коране Аллах Субхану ва Тааля приказывает нашему пророку: скажи обладателям книг, то есть иудеям и христианам, вы поставьте свою Инджиль и Тору, Старый Завет и Новый Завет, Тору и Инджиль, Евангелие. И амал делайте, просто практикуйте то, что в ваших книгах, тогда вы придете к исламу. Потому что в их книгах было сказано о последнем печати пророке, который придет с истины от Аллаха и будет последним печатью пророка. В Коране как про это говорится? «Вализаль камар Аллах Расуляху». В аяте говорится: «Куль я ахлюль китаби», сура Маида. В Коране, в 68-м аяте Аллах Субхану ва Тааля что говорит нашему пророку? Скажи, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Куль я ахлюль китаби», скажи, о обладатели книг, иудеи и христиане. «Лястум аля шайн», вы не будете на истине, пока хатта тукимут таврот валь инджиль, пока вы не будете практиковать Тору и Инджиль. Не ту, которую сейчас они шариат, законоведение, халяль, харам, что дозволено, что запрещено. Нет, пока вы не будете выстаивать Тору и Инджиль, Старый Завет, Новый Завет, в чем? Какой тематике? В единобожии. Призывы к уверовать к единому Творцу и следовать за его пророком. Муса, Иса, который в их книге тоже говорилось, последний пророк придет. Брат их придет. Именем Ахмад, то есть Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Поняли, да, аят, смысл аята? А то некоторые могут спросить, почему в Коране говорится: вы, обладатели книг иудеи и христиане, вы не будете на истине, пока не будете следовать Торе и Инджилю, говорит. Как это понять? В других аятах говорится, что в Корану надо следовать, Мухаммадам надо следовать, а здесь говорится так. Кто-то может такой вопрос задать. Ответ каков? Там говорится, внутри содержащие истинные моменты есть. В Старом Завете, в Новом Завете, говорящие, что? Оповещающие о том, что придет последняя печать пророков с определенными качествами, мумайязат, отличительными чертами. Увидев, вы его узнаете, что он является истинным посланником, печатью пророков, избранным от Аллаха, его любимцем. И когда он придет, вам надо уверовать и последовать за ним. Поняли, да? Это, как раньше говорили, говорит, подкрепляет тот момент, в котором я говорил, что религия Аллаха одна. Религия Аллаха не может быть 2, 3, 10. Основа всех небесных книг, всех посланников, всех пророков, все они призывали к поклонению единому Аллаху. Поэтому они все являются пророки-посланники братьями. Мунзу халяка, с тех пор, как Аллах Субхану ва Тааля создал первого человека Адама и до последнего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, все они призывали к единому Аллаху. Нету никакого отличия. Отличие в чем? Отличие в законодательстве шария. Шария, то есть законоведение. Халяль, харам. Для христиан что-то являлось харамом, что-то являлось дозволенным. До них для иудеев что-то являлось харамным, запретным, что-то являлось дозволенным. Когда Новый Завет пришел, Старый Завет, его шариа законоведение аннулировано. И с приходом ислама, Корана и Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, аннулировалось их законоведение. Но в каждой книге, содержащей единобожие, призыв к единому Аллаху в судный день, довольство Аллаха, это все так и было, есть и продолжается по сей день. Нам гунака шариа самавия мутааддида ва куллю шариатин самавия насихатун лиш-шариа. Последующие законоведения аннулируют предыдущие положения. Я Аллах. Новая тема, иншаллах. Амуль хузн, год печали. 10-й год от послания пророка пророкам наступил 10-й год, в котором пророк его назвал годом печали. Почему? В этом году умерли
Хадиджату бинт Хувайлид, жена пророка. Потом умирает Абу Толиб, дядя пророка. Одна являлась женой пророка, которая всегда морально, духовно поддерживала нашего пророка. Второй Абу Толиб, его дядя, всегда оберегал пророка, был его поддержкой. Разница между их смертью 30-35 дней, месяц с лишним. Оба самые близкие люди пророка умирают. وقد كانت خديجة كما قال ابن هشام وزير. Хадиджа являлась вазиром пророка, заместителем, министром, помощником. Всегда пророк приходил и у нее находил успокоение. Абу Толиб же всегда поддерживал пророка в этом призыве, оберегал его. Ибн Хишам говорит, когда Абу Толиб умер, курайшиты начали больше препятствовать призыву ислама, больше причинять вреда. При жизни Абу Толиба у них не хватало смелости, не могли мешать пророку, причинять вред как таковой. Но после его смерти у них смелости стало больше и больше начали препятствовать до такой степени, что проходили дни, когда пророк утром уходил, вечером возвращался, никто его не слушал, никто не принимал призыва ислама. Тамам? Дошло до такой степени в один день, когда из дней пророк пришел в Кабу, заходят курайшиты, многобожники, отправили одного джахиля, невежду, который взял и насыпал голову пророка прахом. Пророк в этом же облике вернулся домой, и когда заходит домой, одна из дочерей заплакала и начала промывать голову, обтряхать и промывать голову пророка от праха, от грязи. Пророк тогда что сказал? Не плачь, дочь, иншаллах, Аллах обережет твоего отца, сказал. Тамам? Дошло до такой степени. Пророк назвал этот год годом печали. Почему? Потому что он претерпел множество трудностей на этом пути призыве к исламу. Какие уроки извлекаем, иншаллах? Тарам аль-хикмату. В чем мудрость того, что Аллах субхану ва тааля забрал Абу Толиба? Ислам еще не утвердился, исламское государство еще не утвердилось. Аллах субхану ва тааля забрал Абу Толиба. В чем мудрость? В чем мудрость того, что всегда дающий поддержку моральную, успокоение, успокаивающее сердце пророка Хадиджа, радиллаху анха, она тоже уходит из этого мира. В чем мудрость Аллаха заключается? Тамам, вопрос поняли, да? Здесь нам явным, ясным становится одно очень важное положение, касающееся вероубеждений ислама. Вопрос акиды, вопрос веры. Какое? Если бы Абу Толиб продолжал бы жить, говорит, в призыве пророка, помогая ему, поддерживая, тогда потом враги ислама начали бы, сказали бы, говорили бы, написали бы, что за всем призывом пророка Мухаммада саллаллаху стоял Абу Толиб, не Аллах. Тамам? Еще и который не уверовал в ислам, не принял ислам. Но тем не менее его дядя, который стоит за этим всем призывом. Лакин фи залика ма кад юхим анна Абу Талиб кана мин ура хадиhi ва аннаху аллади кана ятфаху. То есть он, который толкал нашего пророка, чтобы он продвигался вперед. Как будто это инициатива от Абу Толиба, показалось бы, говорит. И непременно враги ислама об этом начали бы говорить, писать. وأنه الذي كان يدفع إلى الإمام ويحميه بمكانته والسلطان بين قومه. لقد قضت حكمة الله تعالى أن يفقد الرسول عمه أبو طالب ويفقد من حول من كان في ظهر حاميا له مؤنسا حتى تتعلم, чтобы проявилось две явные истины. Первое – забота, сохранность, помощь, поддержка, победа не от Хадиджа,
не от Абу Талиба, не от рабов Аллаха, ни от кого и ни от чего, только от Аллаха может быть. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля, пророк еще, его дават, призыв не распространился, не утвердился, Аллах забрал их двоих, говорит, чтобы указать, показать своим рабам, что за всем этим призывом, за этим истиной, поддерживающий, охраняющий, сохраняющий, укрепляющий, успокаивающий, это Аллах. Это Ему все принадлежит, никому иному. Это первое. Во-вторых, «Лайса ма'ана лисма минан нас ан ла яра минху мизана ва забан иттихадан, ва иннама ма'ана лисма аллати та'ахаду биха Аллах азза ва джалла бикаули валлаху я'асимука минан нас». Спускается аят, Аллах сохранит тебя, говорит. Это не означает о том, что если Аллах спустил аят, в котором Он говорит, я сохраню тебя сам, не имеется в виду, что никакого вреда не будет. Нет. Тогда что означает, они не могут тебя убить, тем самым остановить призыв ислама. Это имеется в виду, говорит. Твой призыв будет продолжаться, но надо пройти через испытания, смуты, трудности, потери, утери. Но убить тебя они не смогут. А остановить призыв они не смогут. Это имеется в виду. Аллах Субхану ва Тааля говорит, я тебя сам спасу, да? Валидалик якулю Аллах, поэтому Аллах Субхану ва Тааля приказывает своему пророку, фастабима ту'мар, выстаивай, осуществляй, исполняй то, что тебе приказано, ва а'риданил мушрикин, отвернись от многобожников. Инна каффайнака аль-мустахзиин, те, кто издеваются надо мной, мы тебе сами будем достаточны. Мы знаем, что твоя грудь сжимается от их слов, когда те, которых ты призываешь, начинают издеваться, это тебе не нравится. Твоя грудь сжимается от этого, мы это видим, мы это знаем, говорит Аллах. Фасаббих бихамди раббика, восхваляй своего Господа, вакум минас саджидин, будь из тех, кто совершают земные поклоны, ва'буд раббака хатта я'тиякаль якин, пока истина не придет тебе, поклоняйся своему Господу. Ва мин аль-хикамил джалили лама кадат бихи суннатуллахи мин ан юлахи расуль ма لاق من المحنة في طريق الدعوة أن يستهلها ويستخف بها عامة المسلمين في كل عصر مما أنيتت. Следующее, значит, какой урок для нас с вами? Всем нам надо призывать к истине, звать людей, говорить истину, останавливать людей от предосудительного, призывать к хорошему, благому, к истине. Значит, если бы Аллах Субхану ва Тааля полностью бы сделал бы так, что пророк не претерпевал никаких трудностей, и он легко, если бы добился бы результата, тогда последующие мы с вами, которые придут потом после него, тем более не смогли бы призывать людей к истине, терпеть эти трудности. Мы бы сказали, вот пророк ему, он, будучи пророком, ему Аллах дал победу без никаких потерь, трудностей. Мы не сможем нести эту ношу, эту миссию. И мы бы отвернулись бы от этого призыва. Значит, трудности, которые он претерпел, и его сподвижники, это все для нас с вами, чтобы мы всегда, когда чувствуем, почувствуем, будем переносить через свою шею на пути призыва к истине, мы будем всегда вспоминать трудности, через которые прошел наш любимый пророк Мухаммад. В этом для нас с вами урок. والحالة هذه فإنما مما يخفف وقع المحنة والعذاب على المسلمين شعورهم أنهم يذوقون بمذاق. То есть непременно придется почувствовать то, что они чувствовали. Трудность, пройти через это все. Лежа на диване, хочешь, чтобы от твоих слов люди приняли ислам, принимали ислам. Нету такого. Спишь часами 10 часов спать и зайти в рай без никаких благих деяний, только сном невозможно. Совершая грехи,
греховное, моральное, не призывая к истине. Хочешь сам зайти в рай, пророк, его миссия была не такая. Его миссия была, чтобы люди приняли ислам и вместе с ним зашли в рай, довольство Аллаха приобрели. Кого бы не унижали на этом пути, кого бы не притесняли на этом пути, пусть он вспомнит, что и пророк прошел через это. Когда он в Таиф пошел, его выгнали. Детишки камнями забросали, кровь пошел. Издевательства были, мусор на него бросали. Но он это все вытерпел на этом пути. И добился веры. Тамам? Истины. Истина восторжествовала. Ислам распространилась. وَسَنَجِدُ فِي هِجْرَتِهِ إِلَى الطَّائِفِ وَمَا لَقَاهُ وَعَانَهُ فِي سَبِيلِ الدَّعْوَةِ. То есть на этом пути придется через это все пройти. بَعْضُ النَّاسِ يَحْسَبُونَ أَنَّ سَبَبَ تَسْمِيَةِ رَسُولِ هَذَا الْعَامِ. Некоторые считают, почему назвал год 10 годом печали? Из-за того, что Абу Талиб умер? Из-за того, что Хадиджа умерла? Нет. Некоторые могут сказать, из-за того, что близкие люди пророку, они умерли. Нет. Пророк печалился. Почему назвал годом печали? Потому что его призыв терпел неудачи. Было трудно. Никто не слушал, были моменты. Никакого результата не было. Из-за этого он начал печалиться. И Аллах Субхану ва Тааля что делает? Спускает аяты, в котором он поднимает настроение пророка. Говорит о том, что не является твоим обязательством результат. Твоим обязательством является доведение истины. Просто сказать, довести. Результат нам не, говорит Аллах. Пророк за этого печалится, что результат не дает. Тамам? Трудности есть, результата нет. Как будто он не справляется со своей миссией. Тамам? Из-за этого он печалился. Поэтому этот год был назван годом печали. Спускается аят. Мы знаем, что ты печалишься за их слов, многобожников. Они не считают, что твои слова ложь. Но эти золимы, эти притеснители, эти нечестивцы, они отвергают знамения Аллаха. Они все понимают. Они знают, что ты истину говоришь, но они отвергают. Аллах Субхану ва Тааля утешает своего любимого пророка. До тебя я посылал пророков, их тоже считали их слова, их призыв ложью считали, не только твое. Фасабару, они проявили терпение, то есть ты тоже проявляй терпение. Макудзибу, за то, что их считали слова ложью. Ваузу, им тоже причиняли вреды. Хатта атахум насруна, пока не спускался им наша помощь. Тебе тоже спустится наша помощь. Потерпи. Валя мубаддиля ли калиматилля, решению Аллаха никто не может поменять. Валя када джаака мин набаил мурсалин, вот тебе известие о посланцах, которые были до тебя. Ва ин кана кабру алайка и'радухум, если тебе становится трудно то, что они отворачиваются от твоего призыва, фаин истатуатан табтагия нафаган, тогда, если можешь найти брешь на земле, войди туда. Или можешь найти лестницу в небо, тогда поднимись туда. Ты же оба не сможешь. Зайти в землю или подняться в небо не сможешь. Это не в твоих силах. Значит, результат тоже не требуется от тебя. Из-за этого не надо сильно печалиться. Если бы даже ты пришел через землю, из земли вытащил бы знамение, из неба достал бы знамение, те, кто не будут, не хотят, не ищут истину, они не приобретут эту истину. Они даже так, если ты приведешь, все равно не уверуют. Если бы Аллах сам захотел бы, всех бы сделал бы
уверовавшими праведными. Фаля такунанна миналь джахилин, и ты не будь из невежд. То есть результат не зависит от тебя. Также и нам с вами, следующим за нашим любимым пророком Мухаммадом, саллаллаху, на нас обязательство какое? Призвать к хорошему, остановить от предосудительного. Если человек дальше продолжает, у него своя голова. Кулля инсанин альзамнаху аля таири. Тамам, у каждого свое деяние, у каждого свой мозг, свой ум, сам будет отвечать за свои действия. С нас же требуется что? Призвать, остановить, сделать назидание. Но результат это от Аллаха. Кого любит, кого хочет, наставит, кто не старается, он сам себе во вред. Аллаху алям биссаваб. Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Бисмилля, вопросы. По поводу этого, как его, христиан, ну сейчас они же, получается, у них же другая же, получается, вера, правильно же? По сравнению с той, которая у тех. В начале, которая, да, раньше, как в их время эфиопов, во время пророка, 1400 лет назад, которые придерживались действительно истинного христианства, они увидели, услышали, воочию увидели то, что читали раньше, слышали. И увидев сразу, найдя эту истину, они сразу уверовали в пророка. Но не нынешние, которые они уже исказили, дополнили своими людскими словами, не от Господа миров. И в христианстве, и в иудаизме. Не может Аллах не спаслать свою книгу и призвать своих рабов к поклонению Троице, кроме себя. Правильно? Если до христианства все пророки, все посланцы, в том числе и наша религия, все призывают поклоняться единому Аллаху, Творцу миров, и как получается так, чтобы Аллах спускает, якобы Господь миров спускает Евангелие, в котором призывает поклоняться троим, не одному. Парадокс же. Значит, это не слова Господа. Значит, там кто-то уже дополнил свои слова. Мусульманин, да, только может следовать Корану без сунны? Нет. Надо следовать обоим. К концу миров появятся кораниты, то есть следующие только Корану. Хорошо, тогда встречный вопрос. В Коране говорится, как нам читать пятикратную молитву. Вставать, поясной поклон, земной поклон, 2 раза делать поклон. Когда его читать, как приветствие давать, как тахарат делать, чтобы твой намаз являлся действительным. Это все в Коране есть? Нету. Тогда получается наша молитва, вся пятикратная всего исламского мира, их молитва не будет засчитываться. Потому что в Коране нету этого описания. Это все описание где находится? В сунне пророка, то есть в действиях пророка, в словах пророка, подтверждениях пророка, который является истинным посланником, посланным от Аллаха, который на практике должен был показать это все воочию нам, чтобы нам было легче молиться, легче следовать Корану. Китабу валь-хикма, китабу валь-хикма. В аяте что говорится? Атиу Аллаху, атиу Расул. Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь пророку. Тогда этот аят придется аннулировать, если скажешь, что надо следовать только Корану. Они не являются, Да. Те, кто говорят, что надо следовать только Корану, а не надо следовать сунне, значит, они вышли против слова Аллаха. Атию Аллаха, атию Расуль. Слушайтесь Аллаха и слушайтесь посланника. Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь его пророку Мухаммаду. Если они не уверовали, эти кораниты, в этот аят, тем самым они становятся вероотступниками.
Здесь все улемы согласны. Тот, кто будет отрицать хоть один аят Корана, он выходит из лона религии ислама. В аяте ясно, только один аят привел. Правильно? Атию Аллаха, атию Расуля. Ва улил амри минкум. Даже. Думаю, достаточно, да? Много еще можно приводить доказательств. Закат сколько надо давать? Из 40 баранов одного барана, из 30 коров одну корову, из 5 верблюдов одного барана, из 85 граммов, например, 20 золотых монет надо одну монету, или из 200 серебряных монет надо будет давать одну 40-ую часть, например. Это все в Коране говорится? Нету. Тогда откуда мусульмане выплачивают? Должны выплачивать. Не выплачивая, они становятся греховными. На них лежит большой грех. Откуда это все берут мусульмане? Здесь нету. Придется аннулировать, что ли? Это заблуждение явное. Совершение хаджа детально все описывается в Коране? Нет. Правильно? Придется выйти из ислама в таком случае. Язамиля. Пусть Аллах сохранит и наставит наших братьев, тех, кто так считает, на путь истины, следования сунне пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Вопрос. Значит, Устаз, мусульманин, да, считается следовать... Мусульманин считается мусульманином, если он следует Корану и Сунне вместе. Коран разъясняет Сунну, Сунна разъясняет Коран, один аят разъясняет другой аят, один хадис разъясняет другой аят, один аят разъясняет хадис. Не может быть так, чтобы они друг другу противоречили. Кто-то может привести примеры. Вот в этих аятах приводится такой аят, который противоречит другой. Это в твоем понимании противоречит. Относительно кого, когда, при каких обстоятельствах спустился, он аннулирован ли, или остается также в силе. Это все есть такой вид знания, как улюмуль Куран. Знание, касающееся Корана. Надо его изучить хорошенько. Потом, после этого, уже читать Коран. Что-то недопонял, надо будет спросить, уточнить, почему я так понимаю. Или я неправильно понимаю. А не сразу критиковать и выносить решение. Аннулировать сунну посланца Аллаха, субханаллах. «Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана». В другом аяте Аллах что сказал? В Коране аятом Аллах субхану тааля сам подтвердил. Воистину я подтверждаю, что в моем посланнике пророке для вас является лучший образец. В чем, если ты не следующий его сунне? Субханаллах. Думаю, достаточно, иншаллах. Здесь просто кораниты есть, оказывается. Нет, надо изучать свою религию хорошо. Самостоятельно не сможешь же ты без устава изучить? Самостоятельно человек, если бы добился бы истины, тогда Аллаху субхану ва тааля не надо было послать посланника. Сократ, Платон, Аристотель могли бы добиться истины, вступить на путь истины. Известные философы, акулы в этом знании. Правильно? Но они не добились истины. Всю жизнь они блуждали в этом раздумье. И в конце концов не нашли истину. Аллах, сотворивший наш Творец, лучше знает нас, какие у нас недостатки. Живой пример послал человека, который из крови и плоти состоял, прожил 63 года, 23 из которых исполнял миссию пророчества. До этого он являлся простым человеком, женился, дети были, куплю-продажу вел. Зачем это все надо было, если не следовать ему? Кому ты последуешь? В Коране есть про платок или про хиджаб? В Коране про обязательность ношения платка или укрываться женщинам-мусульманкам приводится 2 аята. Сура Нур и сура Ахзаб. 59-й аят сура Ахзаб партии и, по-моему, 31-й аят сура Нур. Закрывайте, укрывайтесь. Прямо указано.
Нынче вышли, в интернете ходят, нету прямых указаний на то, что надо укрываться. Нету такого. Это ложь. Есть такие аяты. Просто человек, когда не хочет слышать истину, он просто не видит и не слышит. Он слепой и он глухой. В Коране говорят, суммун букмун уммун. Есть люди, которые видят, слышат, и в то же время они не слышат истину, не видят истину. Они не могут говорить истину. И нынче много такие профессора, которые поддерживают гомосексуализм. Мужчина с мужчиной могут вступать в брак, говорит. Профессором является, видите ли. Научный человек. Вроде бы его ум должен был IQ быть на 200, на 300%. Но он аморальный, даже 10-летний ребенок скажет, это глупо. Животные даже этого не делают. Вот наш ум. Если бы мы без следования пророкам находили бы путь истины, Аллах бы не послал бы. Он прямо спустил бы с неба книгу. Вот, читайте оттуда. Нет, он живой пример спустил. Поэтому Аиша, радхиаллаху анха, мать праведных, что сказал? Кана хулюкуху Кур'ан. Кана Кур'анун ямши. Пророк Мухаммад являлся живым примером Корана. Это был живой Коран, ходящий среди нас. Его нрав был Кораном. Жена пророка засвидетельствовала. Поэтому, кто хочет следовать Корану, должен следовать живому примеру Корана Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Братья-казахи, про тенгрианство тоже расскажите, устаз, а то у нас тут... Тенгрианство тоже развивается. Некоторые уже авторитеты поддерживают это тенгрианство. И у нас в Кыргызстане это тоже есть. Тенгрианство, то есть тенгир, то есть Господь миров, то есть Творец, то есть Аллах, то есть Кудай, то есть мы нация. Наша нация была до ислама, то есть ислам не причастен к нам. То есть те наши дедушки, которые приняли с приходом ислама ислам, они блуждали, что ли? Они заблудились, что ли? Если скажешь, до ислама наши дедушки были тенгрианцами, а с приходом ислама они стали мусульманами. Так те ваши предки, которые уже приняли ислам, они, значит, блуждали, что ли? Мы, рабы Аллаха, наши традиции не могут быть выше традиции Аллаха. Мы рабы Аллаха. Ты свою нацию сам не выбирал. Традицию ты сам выбрал. Каким бы ни было, суннатуллах, традиция Аллаха выше всех традиций. Выбор твоей нации – это выбор Аллаха, не твой выбор. Поэтому ты не имеешь права возвышаться своей нацией, своим родом, своими традициями над религией Аллаха, над выбором Аллаха. Инна дина инда Аллахи ислам. В аяте что говорится? Воистину религия Аллаха является ислам, не тенгрианство. Хочешь добиться довольства Аллаха, приобрести счастье в обеих мирах, следуй канонам ислама. Твое тенгрианство тебе не поможет даже в могиле. Поэтому надо трезво рассуждать. Надо исследовать свою религию. Можно много чего еще говорить, но времени мало. Спрашивают, Стас, насчет многоженства, можешь что-нибудь сказать? Ну, многоженство актуальная, модная тема стала. Вкратце могу сказать, те братья, которые могут осилить, нести эту ношу, эту ответственность, это ответственность. Хочешь жениться на второй, надо сохранить первую семью, от которой имеешь детей. Тоже ты женился на чьей-то дочери. Сохранишь первую семью, и вторую можешь сохранять. Бисмилля, дорога открыта. Можешь три семьи содержать. Бисмилля.
Можешь 4, бисмилля. Смелости хватит, силы хватит, духа хватит, финансов хватит, физики хватит, бисмилля. Это все условия. Одна есть из условий, другая нет. Третья слабая. Надо подумать. А лучше всего прочитай 2 раката истихара. День, 2, 3, до 7 раз читай, чтобы Аллах тебе дал выбор. Стоит ли мне жениться на второй? Или не стоит? Но времена проходят. Те, кто раньше говорили, отрицали, выходили против многоженства, со временем приходится веление времени, обстоятельств приводит к тому, что уже наши сестры, даже укрытые в хиджабах, уже выставляют себя, делают надписи на Инстаграм, ТикТок и предлагают себя даже выходить второй женой. Главное, чтобы он содержал. И это может участиться больше и больше с годами. Через 5 лет, через 10 лет, может, эта тема уже не будет актуальной. Будет в порядке вещей. Есть сестры, которые ищут своего принца на белом Лексусе, ждут и доходят до 40 лет, потом родить не могут, и мужа нету, и детей нету, и принца что-то я заждалась, и стареют. Им тоже надо задуматься о будущем. Пока еще молодая, надо тело перезагрузить, надо родить потомство человеческое, надо родить от достойных мужчин. Не как попало. Некоторые говорят, что делать, что-то мне 40 лет, уже никто не женится, ответственность не берет. И что делать? Идут в кафе на какие-то посиделки или какие-то праздники, и там совершают прелюбодеяние, чтобы забеременеть, чтобы родить для себя якобы. Это харам. Это запрещено. Во-первых, в первую очередь. Во-вторых, ты себя не уважаешь. Потому что незаконно, свой статус законный опустила ниже. Себя уважающая женщина имеет половой акт только законным через никах, взявшим на себя ответственность мужчиной, мусульманином, серьезным, благородным, добросовестным, праведным. В-третьих, она рождает ребенка от кого не знает. Тоже от какого-то недоумка или от какого-то алкаша или от какого-то Дон Жуана или от какого-то афериста. Потом ее ребенок вырастет таким аферистом, Дон Жуаном, кидальщиком, безответственным. Через 15 лет покажет результат. Через 20 лет покажет результат твое неправильное намерение, не соответствующий сунне пророка. Вот он результат. Вперед надо смотреть. Лучше выйди второй за достойного мужчину. Лучше выйдет третий, но чтобы мужчина, отец твоего сына, должен быть из достойного рода, достойным человеком, воспитанным, ответственным, лидером, праведный, благочестивый, богобоязненный. Сказал, хотел вкратце сказать, что-то растянулось. Что вы скажете людям, которые против хиджаба, хоть они и мусульмане? Этим людям надо будет узнать свою религию хорошенько. Это вызов против воли Аллаха, приказа Аллаха. Они, не зная, выходят за пределы ислама. Аяты есть, хадисы есть достоверно, обязывающие уже совершеннолетних мусульманок укрываться. Своим национализмом они выходят против воли приказа Аллаха. Они говорят, мы выходим против хиджаба, против тряпки. Нет, это будет глупо. Ты выходишь против того вида одеяния, которого обязал твой Творец. Над этим надо подумать. Потом уже выходить. Если ты готов выйти из ислама, стать вероотступником, и тебе джаназа не будет читаться, ты мусульманином не будешь являться, тебе Коран садака будет после твоей смерти давать, никакой пользы не будет. Ты не будешь мусульманин. Ты не попадешь в рай, если будешь выходить
против воли Аллаха, против приказа Аллаха, против хиджаба. Можно сказать хиджаб, можно сказать платок, разницы нет. Умные люди не спорят в терминах, в названиях. Это лишь название. Не хочешь говорить хиджаб, это арабское, мол. Я казах, или я кыргыз, или я узбек. Одевай, пожалуйста, свой узбекский, казахский. Но укрывай, кроме лица и руки, все должно быть закрыто. Можешь национальным, можешь европейским, можешь таиландским, можешь африканским. В названиях проблемы нет. Главное, укрывайся. Против этого укрытого одеяния выходишь, это против воли Аллаха, выводит тебя из ислама. Теряешь свою веру, теряешь все свои благие деяния. Твой хадж аннулирован. Твои награды, все аннулируется.